Салем, дорогие друзья! Мы в городе Караганды, в аппарате Акима Карагандинской области, в Адалдыкалан, Open Space, Front Office. И рядом мой коллега Валерий Кудрявцев, я Ринат Кыбрай, вы. Рустем Капанов, заместитель руководителя отдела коммунального хозяйства города Караганды. Мы, получается, сейчас исполнительные обязанности. Не исполняем обязанности. Так, дорогие друзья, к сожалению, сразу хочу отметить то, что, к сожалению, заместителя Акима, которого сегодня нету по определенным причинам, хотя обещали, что будет, но в любом случае это уже не наша забота, это забота Акимата. К сожалению, заместитель Акима сегодня отсутствует на нашей встрече, но в корне дела это сути не меняет, потому что огромное количество людей у нас уже увидели основные задачи, я думаю, они их смогут решить. Сейчас у нас к вам есть ряд вопросов относительно обязательств, которые не выполнил ваш отдел, либо же выполнил некачественно, то есть те работы, которые вы принимали, те, которые вы проводите. Хотелось бы начать, наверное, с сезонной проблемы для вас, для вашей дороги. К сожалению, местное население говорит часто в шутку о том, что вместе со снегом у вас тают и дороги. Действительно, сегодня и вчера, когда мы находились в вашем городе, в вашем регионе, мы проехали по городу, у нас есть видеоматериалы, они уже опубликованы, у вас по всем дорогам страшные реки, страшные озера, то есть, соответственно, это влияет, естественно, и на состояние автотранспорта, и на комфортное проживание местного населения в данном регионе. Прокомментируйте, пожалуйста, почему ваши коммунальные службы не справляются с объемами, которые находятся у вас в вашем регионе. Потому что мы знаем, что это не единая проблема, не единая такая проблема. Каждый год у вас ежесезонно идет проблема о том, что начинаются тайги, и ваши коммунальные все службы не справляются. Скажите, пожалуйста, почему так у вас? Именно весной такая проблема стоит в городе Караганды. Да, действительно, есть в этом году этот вопрос особенно актуальный. Давайте я начну, наверное, со стороны дорог. Мы провели анализ, в этом году действительно большое количество дорог, оно больше, чем в прошлом году было разрушение. Мы видим это, в первую очередь, это аномальная теплая зима была. И есть участки дорог, где у нас много год были дожди, есть участки дорог, где прям основание напиталось влагой, и после морозов это таким разрушением оно привело. Второй вопрос, то что в прошлых годах у нас было большое количество ремонтов, и большая протяженность дорог была на гарантийном обслуживании. В этом году, так как количество ремонтных работ в связи с финансированием сократилось, есть участки, где мы просто-напросто не успели в прошлом году выполнить эти работы. В этом году они более последствия такое, что состояние на сегодняшний день такое. Ну, меры принимаются. Сейчас те участки, где у нас 10 таких участков, где гарантийные мероприятия, они временные, заделываются сейчас брусчаткой. Что касается участков, которые не находятся на гарантии, за счет средств содержания автомобильных дорог, тоже также меры по безопасности проводятся. Также мы сейчас пока брусчатки, пока заводы с бетоном не запущены. Скажите, пожалуйста, куда вы вывозите снег? Вчера мой коллега Ринат Кибраев посетил парк, как он назывался? Парк любви он его назвал. Парк любви. В данный момент это вообще не парк, по сути, а можно сказать искусственный пруд. Там невозможно вообще пройти. Вы, наверное, как представитель действующей исполнительной власти, наверное, хоть раз за этот год там были. И вы видели то, что там просто пруд. Соответственно, значит, ваши коммунальные службы не вывозили вообще оттуда снег. Потому что как иначе можно объяснить то, что там, во-первых, парк сделан неправильно, за счет этого, получается, по конструкции все стекается в один большой котлован, потому что плитка уложена неровно. И второй вопрос, куда вы вывозили снег, и вывозили ли вы его вообще? Потому что там просто пруд. Ну, я вам скажу, что касается очистки, вывоза снега, санитарной чистки, это занимается у нас, есть районные акиматы, непосредственно они занимаются. Ну, куда вы вывозите снег-то? Куда? Сколько районов в Караганде? 2 района у нас. Районные акиматы занимаются? Да, районные акиматы санитарной очисткой города и вывозом снега занимаются. Но могу сказать, у нас 6 снежных полигонов вокруг города. Те, которые с проезжей части снег у нас вывозится, так как используются различные реагенты, соль на проезжей части, плюс от автотранспорта
имеются выбросы, мы их вывозим весь снег на полигон. Между тем допускается хранение снега, где не было использованы реагенты, чистый снег, допускается хранить его в зеленых зонах и вывозить соответствующие пруды и озера. Я вас правильно понял, вы сказали о том, что у вас сократилось финансирование в этом году на дорожные работы. Вы сами только что сказали. В этом году, да, у нас. Сейчас смотрите, сейчас 2022 год, начало 2022 года. Вы же понимаете, что зимой никакие дорожные работы невозможно делать согласно правилам, да? Совершенно верно. То есть, проблемы ведь следуют из прошлого года, разве нет? Мы вот о чем и говорим, количество именно тех объема работ в количестве объемов по городу город предыдущими годами было меньше, соответственно. Вы же понимаете реакцию ваших жителей конечно. Караганды, они говорят, что город плывет, город превратился на мгновение в Венецию. Есть у нас. Вы же не можете из года в год обещать жителям города Караганды, что все будет хорошо в следующем году. Почему вы тогда в следующем году не исправили ситуацию, чтобы это не произошло в нынешнем году? Смотрите, чтобы тот же вопрос ливневой канализации. У нас есть таких в городе 11 основных участков, где на протяжении многих лет этот вопрос не решался. Почему не решался? Вот я вам поясню, что для вообще ливневой канализации, так как это инженерное сооружение, где необходимы определенные уклоны, нами разработаны по этим 11 участкам проекты. Проекты разработаны в рамках автомобильных дорог. Это такие улицы, как Космонавтов, Курмангазы. Вот эти 11 участков, они разрабатываются. В Караганде есть улицы, где есть ливневки? В Караганде есть? Да, у нас есть ливневки. Просто мы очень часто бываем в Караганде, и мы никогда не видели ливневки. На каких улицах у вас есть ливневки? У нас общая протяженность ливневой канализации 110 километров. Это именно только закрытого типа. Но Бухар-Жырау нету, например. У нас, смотрите, На Бухар-Жырау есть? У нас есть ливневки. На Бухар-Жырау есть? Есть. У нас ливневки не как в южных городах, не открытого типа, они все закрытого типа, то есть подземного исполнения. Так как у нас такого уклона нету, открытого типа практически не используется. Тогда давайте сразу перейдем к вопросу о ливневках, потому что этот вопрос тоже открытый. Огромное количество наших зрителей жаловалось о том, что сетки, которые находятся на отверстиях, которые соединяют внешнюю среду именно с вашей закрытой ливневкой, как вы ее называете, находятся в очень плохом удручающем состоянии. Вчера на улице Казахстанской, если не ошибаюсь, у нас был прямой эфир, где мы видели то, что действительно сетки, которые находятся над самой ливневкой, находятся в крайне удручающем состоянии, что, естественно, недозволительно, тем более для улиц, центрального. Вы знаете улицу Казахстанской? Да, конечно. Это возле центрального стадиона. Да. Это недалеко, непосредственно от вашего. Вы знаете, что вот эта вот вода, сейчас ведь уже премьер-лига, насколько я знаю, началась. Футбольный клуб «Шахтер» играет местный, да? Вы видели, да, что? Что данная вода заливается. Да, вход на стадион залит водой. Я по отдельному этому вопросу я не могу вам сейчас конкретно. Нет, мы просто это своими глазами вчера наблюдали. Мы вчера специально просили. По данной улице есть у нас ливневая Просто как канализация, болельщики попадут на центральный стадион, как команда туда попадет и так далее. И как они будут там играть, если же Да, если все даже если есть этот вопрос, он не постоянного характера, этот вопрос он решится буквально за 2. А почему такая улица Казахстанская вся разбитая? Вы объясните? Кстати, насколько мне известно, в прошлом году осенью у вас делались латочные работы, Нет, да? эту дорогу в 2020 году средний ремонт сделали. То есть ей 2 года буквально после ремонта. Подрядная организация. Потом буквально на следующий год по данной дороге образовались дефекты. Нами было направлено предписание в данную организацию. Сославшись на свое финансовое положение, подрядная организация отказалась. Согласно договора, мы все свои обязательства выполнили. Он должен был 3 года гарантии нести. Подрядная организация отказалась выполнять эти виды работ. В прошлом году мы в судебном порядке их принудили выполнить данные виды работ. Но, как оказалось, что те виды работ, которые они выполнили, они уже в конце года выполняли, они бы оказались также некачественными. Нами
проведена работа по продлению. Давайте не будем просто голословными. Как называется эта подрядная организация? Подрядная организация ТО САПА «Жилстрой». САПА «Жилстрой», да? Данная подрядная организация сейчас внесена у вас в реестр недобросовестных Нет, организаций? так как мы требовали от нее, согласно договора, выполнить обязательства и продлить срок гарантии данной. Но она не выполнила свои обязательства. Она выполнила, но не Но она не качественно. выполнила. Но не качественно. Некачественно это не выполнила. Ну, Вы это вчера мы буквально выявили там были. только после того, как вот сейчас весна показала. Но получается это недобросовестно. Это мы, в любом случае, такое совещание Аким уже провел, он дал поручение, чтобы мы по данным организациям также провели судебные процессы и требовали в исковом заявлении о принуждении данной Вы организации лично, недобросовестно. вот вы, получается, еще раз, председатель, да? Исполняющий обязанности. Исполняющий обязанности начальника ЖКХ. коммунального хозяйства. Получается, вы тот человек, который ставит свою подпись, когда принимает эти самые дороги, в том числе, да? Совершенно верно. То есть, получается, вы тогда, не работали, да? До вас это Нет, был... это я работал, я принимал. Вы работали и вы принимали. То есть, Скажите, вы пожалуйста, Казахстанскую улицу вы подписали, что эта дорога в должном состоянии? Да, я подписал. А сейчас вы бы подписали бы такой документ? Такой документ нет, конечно. скажите, На пожалуйста, тот момент а все необходимые- каким экспертизам вы доверились, то, что в итоге подписали? У нас прием? есть То, что вы ввели в эксплуатацию да, у нас данную есть дорогу? заключение аккредитованных лабораторий. У нас имеется договор с Центром качества РГП, который Вы подали в непосредственно- суд на этот центр качества? Мы не подавали на Центр качества. Но так ведь как- это они вам внушили то, что данная дорога может вводиться в эксплуатацию. Вы же доверились им, Ну, и поэтому приняли смотрите. дорогу в эксплуатацию. Смотрите, данные дефекты могли образоваться в ходе эксплуатации. По данному вопросу мы еще разбираемся, поэтому мы сейчас не готовы сказать, что мы в любом случае будем суды подавать, будем подавать и на технический надзор, будем подавать и на подрядную организацию непосредственно выполняющую. Ну, я думаю, вы же понимаете то, что ваша внутренняя деятельность, она в любом случае должна отражаться на населении города. Население города как бы не особо волнует, то есть идут у вас суды, либо же там подрядная организация что-то выполнено неправильно. Мы знаем то, что президент Республики Казахстан, господин Тукаев, говорил о том, что чиновники, которые не выполняют свои прямые обязательства, должны уходить в отставку. Скажите, пожалуйста, до конца этого года будут решены вопросы с асфальтовым покрытием? И если нет, то готовы ли вы будете уйти в отставку? По заверению подрядной организации, по заверению подрядной организации, до конца мая он обещает выполнить эти. Вы доверяете этой подрядной организации сейчас? Мы должны проверить это. Карагандинцам нужен качественный асфальт, хорошие дороги в городе, я думаю, они заслуживают этого. Правильно? Вы готовы будете уйти в отставку, если же подрядная организация подведет вас? Я не готов. Почему? Ну и я потому что те обязательства, которые даны мне законодательством, я их выполняю. Хорошо, вот давайте вот перейдем к вопросу, который вот видео набрало больше уже 300 тысяч просмотров. Только в ТикТоке. Полмиллиона уже резонанс вызвало видео. За сутки. То есть мы вчера его отсняли, опубликовали буквально через полчаса после того, как отсняли. Это улица воинов-интернационалистов. Мы даже успели взять некоторую Вход, информацию. так, вход напротив Центрального парка города Караганды. На другой стороне находится Дом культуры города Караганды. Вы знаете, да, о чем идет речь? Да. Кабель. Это главный вход в Центральный парк. Смотрите, непосредственно ваш отдел был заказчиком, то есть государственное учреждение, отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды. Наименование организации отдел государственных активов и закупок города Караганды. Вы видели данный видеоматериал? Вы ознакомились с ним? Да, видел. Ага. Тогда... Кто выполнял эту работу? Да, пожалуйста, скажите, кто же все-таки подрядчик? Подрядная организация по данному виду работ согласно конкурсных процедур был определен ТО «Спецтрейд». Мы 6 декабря заключили с ним договор. Что касается тех нарушений, Вы же признаете, что это нарушение, да? Согласно нормам, это нарушение, да. 15 сантиметров и 0,7 это разные вещи, да? Мы это знали, о том, что есть нарушение данного. То есть вы приняли объект, зная то, что он сделан с нарушениями я поясню. техник безопасности и ГОСТов. Я вам поясню, что так как на данном участке, как раз это был уже декабрь месяц, уже было промерзание грунта,
просто физически подрядная организация не смогла выполнить необходимые мероприятия. На тот момент она написала гарантийное письмо о том, что после наступления благоприятных погодных условий все необходимые меры будут выполнены. То есть они повторно будут заниматься этими углублением. работами, связанными с грунтом. Разрешите задать вам такой вопрос. Вы, как непосредственно исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, сможете предоставить акт выполненных работ для того, чтобы сверить его непосредственно с теми требованиями, которые были выдвинуты на тендер? Да. Мы бы хотели увидеть, будем тогда признательны. Значит, в дальнейшем мы еще дополним к этому видео акт выполненных работ. А сейчас хотелось бы все-таки понять вопрос более углубленно, да, непосредственно, как вы сказали, с дорогами, да, там уже непосредственно подрядчик получил финансирование. Скажите, пожалуйста, за вот эти 2 светофора на улице воинов-интернационалистов подрядная организация уже получила финансы? Да, получила. Вы приняли объект уже В эксплуатацию. в эксплуатацию. Работает, да. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос тогда непосредственно. В том же видео, которое вы изучили, был адресован еще один вопрос. Там были некоторые кабеля брошены воздушным путем через деревья. Хотя мы знаем то, что во многих областях, во многих крупных городах Республики Казахстан подобным образом бросать вот так вот кабель воздушным путем в чертах города вообще запрещено. Наверное, нигде нельзя. И насколько мы знаем, Правильно. у вас точно так же, да? Вы же не отдельная... Но у нас на видео показано, что Да, переброшено. Ну, наверное, это так нельзя делать. Объясню. Так можно делать или нельзя? Можно делать. А если он упадет на голову, впереди? Он же не на дереве, он хорошо. закреплен Нет, на он на опорах. дереве, он на дереве. Видео прям досконально видно, то, что кабель идет по дереву. Закреплен на дереве. Нет, я вам с вами не Ну, как согласен. не Он закреплен? закреплен на опорах. Единственный вопрос... А я вам предлагаю, давайте, знаете, как сделаем? Поедемте сейчас туда, а там уже видео продолжим. Давайте. Давайте.